Валерий Борисович, добрый день. Добрый день. Так, значит, мы продолжаем серию наших репортажей о том, как строятся дороги в городе Якутске в рамках проекта КАПКАТ «Безопасные, качественные мобильные дороги». Валерий Борисович, житель города Якутска, в данном случае житель Пирогова, улицы Пирогова, по которой проводился ремонт, где вот укладывалась дорога в рамках нас проекта КАП. Валерий Ильич, вот давайте примерно вот мы стоим на фоне, вот это что? Это новая дорога, да? Да, это новая старая дорога. Ну, в смысле, здесь улица, то есть, была всегда, вот заново укладывали здесь, да, перекрывали улицу. Но я повторяю, что, к сожалению, здесь не устранены две главные причины. Вода. Ливневая канализация зарыта. Вот на фоне вот этого дома, на который я показываю, там в глубине были ледники в свое время. Торговали там рыбой, мясом, хранили сейчас склады. Вот. И вот этот тоже кусок улицы, он постоянно здесь вода. Я уже даже предлагаю присвоить название как географического объекта, потому что она здесь всегда, эта вода. Вот этот дом уже лет, наверное, боюсь сказать сколько, но лет, больше уже 10 лет здесь стоит. И вода здесь всегда. Вот она всегда здесь. Как только небольшой дождь или таяние, или вот снег, вот в данном случае сейчас падает, это еще будет добавлять. И, естественно, дорога разбивается. Плюс я хочу заметить, что здесь тротуаров нет. То есть ни для пешеходов, ни для транспорта, конечно, здесь некомфортно, ни для кого некомфортно. Здесь не решена проблема водоотведения. То есть, если здесь проектировали сделать дорогу, то без решения коренной проблемы водоотведения, это была просто трата денег, получается. Потому что дорога, вот сами посмотрите, она как фронтовая ракада, как будто ее бомбили. Выбоины одна с другой. А месяц назад здесь еще хуже было, потому что когда таяло, здесь вообще вода постоянно прибывала, и водители постоянно маневрировали, чтобы друг друга объехать, проехать. Валерий Борисович, да. Как житель этого района города, да. Района городского, да, вы ознакомливались с проектом данного участка? Нет, я честно скажу, что не знакомился, и даже объясню почему. Потому что я уже давно живу в этом городе, я родился в нем, вырос, выучился, работаю. И, честно говоря, я как-то уже махнул рукой, разочаровался, потому что я ни разу не видел, чтобы хотя бы один проект был закончен от начала до конца, чтобы один район города был, например, где там под снос жилье ветхое идет и строится новый микрорайон, чтобы он был доведен до конца, чтобы были развязки, зелень, детские площадки и так далее. Поэтому, честно говоря, я довольно пессимистически отношусь ко всем проектам, которые принимаются в нашем Якутске. Я понимаю, что здесь есть коренные проблемы, это связано с мерзлотой, с многолетними, скажем, проблемами эксплуатации, содержания. Он очень дорогой город в содержании, это я тоже понимаю прекрасно, что можно все деньги потратить только для того, чтобы его содержать в надлежащем виде, но он же должен еще и развиваться. Вот. Но тем не менее, я считаю, что никогда ни один из проектов не был доведен до конца, и в этом плане я пессимистичен. Поэтому, как-то особо не вникая в последнее время в проекты, будет. Радуюсь, что вот какое-то несколько месяцев дорога здесь была очень хорошая, приличная, чистая. Работы во всяком случае велись. И мы, я помню, с супругой вздохнули с облегчением. Единственное, что мы постоянно с ней, когда она у меня очень активная, пишет жалобы, тротуары. Тротуар так здесь и не сделан, ни разу не было, чтобы от начала сквозной тротуар от Петра Алексеева до Свердлова, чтобы он здесь шел, чтобы люди могли проходить. Но обратите внимание, здесь очень много людей уже живет, огромные дома, их вот уже сколько, 5 или 6 штук здесь домов таких многоквартирных. Людей много, конечно, многие здесь ездят и на своих собственных автомобилях, но и передвигающихся пешком тоже очень много. Тротуаров нет. Понимаете, вот меня постоянно угнетает один вопрос. Неужели исчезли люди с инженерным мышлением? Потому что просчитать, как будет тротуар, как он будет проваливаться, не проваливаться, куда будет уходить вода, какой должен быть уклон. Мне кажется, что инженер как класс, да, он просто исчез из нашего города.
люди, которые бы все четко рассчитывали, и самое главное, инженеры, которые бы отвечали бы за технологическую сторону вот, вопроса, чтобы технологии не нарушались во время там, ремонта, строительства и так далее. Вот мне кажется, тоже коренная какая-то проблема, вот, нет настоящих инженеров. Людей, наверное, с дипломом инженеров-то много, а вот с людей с инженерным мышлением, ну как вот здесь решить проблему водоотвода? Здесь какое-то должно, я не знаю, меня не хватает, я гуманитарный гуманитарий, я просто вижу, что здесь нужно какое-то очень такое креативное, мощное решение, чтобы убрать воду, а потом уже действительно облагородить, построить тротуары. Ведь получается, что вот по тротуару, где вот мы сейчас видим, идут люди, по нему практически невозможно ходить, потому что он постоянно грязный. Ходим по бордюрчикам, как-то перепрыгиваем через кочки. Тот, кто принимал решение строить здесь дорогу, он должен был понимать, что вот есть дома льющиеся, или какая-то вода откуда-то выходит. Нужно, ну, наверное, надо было это учитывать. А, Валерий Борисович, вопрос такой, скажем так, вам, не только как жителю города Якутска, скажем так, рядовому, да, но и как кандидату Философских наук. Ну, то есть человек, который так или иначе философия рядом с политикой. Вот вы думаете, вот в чем, если так посмотреть на это с политологической точки зрения, проблема вот этого участка? Ну, обычно говорят, политической воли не хватает. Здесь, конечно, много, я повторяю еще раз, наш город очень трудно содержать. В нем гораздо проще что-то построить, выстроить, чем потом содержать. Перепады температур, почва играет, все это понятно, да. Все, наверное, технологические параметры соблюдать очень сложно. Но мне кажется, что здесь, может быть, с точки зрения политики, что, наверное, здесь, скорее всего, больше именно какой-то такого пиара, чем, собственно, скажем так, желание решить проблемы. Потому что, например, принимаются некие проекты, вот идет обновление улиц, чистка улиц, очистка улиц, да, очистка города идет, но до конца, повторяю еще раз, никто вот не доводил вот это дело. Поэтому, мне кажется, проблема в том, что нету вот именно хозяйственной воли, как вот раньше говорили, модное было во времена Лужкова, мэр-хозяйственник, человек, который занимается сугубо экономическими, хозяйственными вопросами, да. Вот я, кстати, согласен со многими, что мэр в России это не политическая должность, а все-таки, наверное, хозяйственная должна быть. И здесь, конечно, должен, наверное, все-таки к власти в городе, если так выбирать, если мы пока еще выбираем, все-таки должны выбирать, наверное, инженера в первую очередь, во вторую очередь экономиста. Но я повторяю, людей с инженерными дипломами много, но тут же инженерное мышление нет. Потому что, например, этой весной я вообще был поражен лично. Мне так, вот, чтобы было так, как сегодня, да, когда вообще ничего не делали, то есть вообще не убирали ни снег, не сгребали его, ни дворников не было видно. Я такой впервые. Вот, ну, раньше можно было сказать, что плохо, где-то не до конца доделали. В этом году вообще ничего не делают. Но, к вашему сведению, или, может, вы знаете, у нашего мэра Евгения Николаевича Григорьева, у него, по-моему, ну, инженерное точное образование есть, а экономическое, насколько я знаю, тоже есть. Ну, пусть применяют. Вот что-то не видно, да? Я не вижу вот этого, потому что, ну, может быть, конечно, можно сказать, что пока, но, в принципе, как-то решить вопрос с уборкой снега там можно было. А Сабдана Владимировна, она, как вот вы, когда она, это уже при ней эти объекты строились? Да. Ну, давайте так, вот, допустим, я не обманулся, конечно, насчет руководителя города, но когда Авсентьева проводил свою программу, мне очень понравилось, потому что, опять же, на моей памяти, я здесь живу уже почти 20 лет, она, по-моему, первый руководитель города, который побывал в этом районе, в строительном округе. И она, честно говоря, мне понравился ее подход, потому что какие-то телодвижения начались, вот, опять же, эту же дорогу пытались сделать, транспортные развязки он там установил, в двух концах установили. В общем, какая-то деятельность была заметна, может быть, желание. Я повторяю еще раз, здесь больше пиара или, собственно, доброй воли или там ответственности за порученное дело, мне трудно сказать. Но, тем не менее, мы же видим результат. Да, но с другой стороны, вот сейчас, когда я вижу, что вот
деньги были потрачены фактически зря, потому что ну, дорога опять разбита. И как ее ремонтировать, я даже не представляю, потому что сейчас, ну вот как здесь проводить ливневую канализацию? Вот я почему говорю, что самое приличное место это возле мечети. А давайте пройдем туда, посмотрим. Да, вот там более-менее чисто всегда. И я вот иногда раздумываю, да, вот, ну, я же, опять же, если пофилософствовать, мне кажется, проблема в Якутске еще в том, что у нас грязь не грех. Вот как-то, когда начинаешь говорить о том, что город грязный или там, как бы сказать, нечистый такой, да, как-то у людей лица скучнеют. Ну, грязный, ну да, ну что тут, да, это же Якутск, что поделаешь. И вот, честно хочу сказать, что вот мечеть, да, вот они, вот этот кусок, где сейчас стоят машины, это заасфальтирован ими, я так понимаю, что за их же счет, наверное, да, потому что все же это община строит, умма мусульманская, вот. И оно чистое, потому что все-таки в исламе грязь это грех. Ну да, то есть... Вот это они укладывали, вот то, куда я показываю, это их работа, вот, их. Может быть, дальше бы они продолжили, я не знаю, там деньги, если бы нашлись у них, или еще какую-то задачу бы поставили, или как-то с ними бы взаимодействовали. В словах тоже все мы клянемся в любви к своим детям, да, хотим, чтобы Якутск был городом счастливого детства, чтобы было где на велосипедах покататься, на роликах, чтобы можно было, вот я всегда говорю, у нас самое слабое это с грудничками негде гулять. Уже мама вышла с коляской, да, и вот постояла рядом, воздухом подышала, там, чтобы ребеночек, там у нее вообще никаких вариантов нет. Ну вот здесь вот как пройти, да? Вот мы Да. Ой, как пройти? Здесь никак. Вопрос такой, вам не кажется, что у нас во власти люди, то есть отношение здесь к Якутску как это город временщиков, да, или как? Да, это город какой-то, как стоянка такая вот. Это вот побывали, постояли, ушли. Ну, то есть всё. имеется в виду, что власти, которые вот мы избираем из года в год, они здесь свое будущее, судя по всему, не видят, да? Ну, тут же всегда надо говорить о конкретных людях. Кто-то видит, кто-то не видит, да, кто-то переживает, кто-то не переживает. Но вот общая концепция, да, Якутск не место для жизни. Такой, знаете, устойчивый, постоянный. Хотя люди здесь живут годами, десятилетиями, и многие с удовольствием живут, потом уезжают. Вот, из моей родни там вспоминают с удовольствием Якутск, отношения между людьми там, да, и так далее. Но вот все-таки ощущение, что чтобы он был удобным для жизни, конечно, никто не ставит вам такой задачи.